Премьер Дмитрий Медведев заявил, что через 6 лет экономика РФ будет обладать мощной гравитацией. По его словам, у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним шокам, поэтому попытки помешать и остановить ее будут бесполезны. Добиться целей планируется за счет нацпроектов и ускорения роста. Об этом он написал в своей авторской колонке для РИА Новости. Перед нами большая цель – ускоренное развитие по ключевым направлениям экономики и социальной сферы. И есть все возможности для ее достижения. Я говорю о 12 национальных проектах. Их цена вместе с инфраструктурным планом – 25,7 триллиона рублей. Такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России. По мнению главы правительства, ускорение экономического роста даст возможность добиться национального успеха, от развитой экономики выигрывает каждый житель страны. И я уверен, что российская экономика через 6 лет будет обладать мощной гравитацией. Сможет притягивать лучшие умы и идеи, как внутри страны, так и из-за рубежа. Медведев подчеркнул, что еще предстоит проделать большую работу, так как необходимо улучшить уровень жизни россиян, чтобы у них была возможность заниматься любимым делом за хорошую зарплату, жить дольше и получать удовольствие от жизни. Правительство намерено работать над улучшением системы здравоохранения, а также совершить рывок в образовании. Также он напомнил о планах повышения инвестиций до 25% ВВП и значительного увеличения объемов экспорта товаров и услуг. Но у санкций есть и обратная сторона. Мы научились жить и развиваться в условиях тотального прессинга. Всего 3-4 года назад цены на нефть предопределяли состояние всех экономических условий в стране: курс рубля, инфляция, процентные ставки, рост экономики и благосостояние людей. А сейчас внутренние параметры почти не реагируют на подвижность нефтяных котировок, подчеркнул премьер. Он добавил, что удалось создать макроэкономическую систему, которая обладает сильным иммунитетом к внешним шокам, а за счет аккуратной бюджетной и денежно-кредитной политики Россия восстановилась после мощнейшего кризиса, а также начала работу над национальными проектами, которые должны усилить страну. Чтобы в 2024 году, оглядываясь назад, мы были вправе сказать: мы сделали все, что планировали, заключает премьер.